фамилия Зезов и мастер производственного обучения. Сегодняшние уроки я хочу показать карвинг. Что такое карвинг? Это вырезание разных фигур из овощей, фруктов для украшения блюд. Ну, самый простой метод — это из морковки, который всегда используется, лилии. Для этого нужно взять морковку почищенную и потихоньку, острым ножом, надо соблюдать технику безопасности. Потихоньку вырезаем лилии. Это 4 и 3 конечные. Сейчас я вам покажу. Как они вырезаются, как они вообще формируются. Вот, лилии. И самое. Мы вкладываем сюда. Вот они, лилии, которые вырезаются из моркови. Также можно вырезать лилии из огурца. Огурцы предварительно, тоже помытые, почищены. Мы делаем лепесточки лилии. Форма нужна аккуратно, нож острый. Специально используются карбовочные ножи для украшений. Вырезаем лилии. Это все украшается. Все продукты, которые... Также можно вырезать из лука. Тоже наподобие лилии. Здесь мы берем нож и, смотрите, под углом делаем корону. Корона заостренная. Все эти цветы украшают блюда, в которые входит данный продукт. Если он не входит, нельзя украшать. Тоже аккуратно, технику безопасности нужно соблюдать. Все эти украшения можно готовить заранее. Когда идет банкет, то банкеты вы должны знать, что у вас идут самое, и вам нужно приготовить для оформления что-то. Это все есть, это закладывается в данную рецептуру. Поэтому от вас зависит, как вы красиво подадите холодное или горячее блюдо. Заранее все это подготовите и потом потихоньку вырезаете. Вот это самое. Так. Также можно вырезать хризантемы. Хризантемы предварительно тоже мы самое. Видите, то же самое вырезаем и разукрашиваем натуральным продуктом, это свеклой. Получается красный цвет. Следующий, более сложный этап, это приготовление розочек. Можно из редисы, можно из редьки. Есть редька, которая дайкон, да? Она сладкая, ее тоже можно использовать. Здесь редиску очищаем, моем, и ведется подготовка к вырезанию розочки. Мы его аккуратно, тонким самым. Потом, смотрите, берем отсюда и делаем такой надрезик и удаляем. Потом миллиметр от края и делаем лепесточек роза. Потом следующий этап. Также мы идем тот же самый процесс, мы проделываем со вторым лепесточком, удаляем, и вот получается у нас второй лепесточек, где-то миллиметр, 2 миллиметра, сам тонко, то потихоньку ведете его к краю. Следующий этап, с краю берем, чтобы она накладывалась друг на друга, и берем второй этап. Также берем вот вторую часть и потихоньку вырезаем цветы, которые называются розочки. Третий этап также мы берем и накладываем. Розочки можно делать из редиски, из редьки, из помидор свежих. Помидор можно приготовить. И вот это, когда уже пришли к
к ровному. Мы опять ровно выравниваем обе части, чтобы соединить потихоньку. Вот видите, мы соединили. И вот этот последний этап мы тоже делаем от края следующего лепесточка, идем к краю по первому лепесточку, который мы до этого сделали. Вот он. Там полностью завершили первый круг. Да. Следующий мы вот соединяем оба вот эти тоже так же, как бы делаем второй этап. И также соединяем эти лепесточки. Следующий этап вот соединяем следующую и с последующим тоже. Убираем и делаем лепесточек. Все надо делать аккуратно, потому что нож острый и можно повредить его. Следующий этап опять также мы подводим, и получается у нас еще один этап. Вот, мы здесь края чуть-чуть обрабатываем, чтобы не было заусенец, ничего такого не было. Также опять берем, соединяем следующий лепесточек с последующим. И вот опять, видите, треугольник уже образовался у нас. И мы опять его потихоньку режем. Следующий то же самое. Вот мы подошли уже к финишной прямой. И тоже уже вот эти самые мы вырезаем и убираем. У нас получается, сейчас я вам покажу вот эти последний этап, который мы аккуратно, не торопитесь. У вас получается розочка. Роза. Вот. Розочка. Все эти розочки одинаковые. Также мы можем сделать корону из мяса. Берем помидору, пополам режем, хвостик срезаем и делаем корону. Ну, корону вы знаете, да? Корона это 3 части. Потом берем, потихоньку соединяем их. И вот в таком макаре у нас получается корона. Также вторую часть это все это можно оформить любое блюдо. Так что здесь вот из помидор делается корона. Аккуратно, не торопитесь. И вот получилась корона. Так, и значит, следующий этап у нас идет из яблока. Это яблоко мы берем хорошие сорта, снимаем, моем и начинаем то же самое делать. Значит, в виде крыльев, да, сделаем. Значит, берется первый этап. Так. И под углом так вот срезаем, чтобы получилось у нас крыло. Это вот первая часть крылышка, вторая часть крыла. Так, тоже аккуратно, не торопитесь. И второй вот соединяем с нижней части, соединили. Теперь же третий этап. Так, и то же самое отсюда берем, это 2-3 миллиметра, и идем вот туда, и то же самое сюда. Ну, это самый простой вид, это тоже для оформления салатов, детских салатов. И вот мы берем, получается у нас, вытягиваем, и вот эту вот часть тоже, сейчас вот посмотрим, почему она не хочет вытягиваться, а вот не до конца срезали ее, и вот она сейчас тоже вытянется. Получается. Это вот крылья лебедя можно сделать. Также лебедь вот вырезается. Самое. Все. Еще вот из киви. Значит, киви продукт тоже такой хороший, что мы должны его тоже использовать. Значит, снимаем хвост. И тоже из киви мы можем приготовить корону. Тоже очень интересно.
блюдо. Уже не до конца срезаю, делаем корону. Вот потихоньку мы, значит, убираем. Получается корона. Все. Ну, надеюсь, вам понравился урок. Если что-то, какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Было больше времени, можно было очень много показать еще изделий. Вазочки и крушенница из арбуза и тыквы. Спасибо за внимание.